Судя по термометру, который находится на крыльце картинной галереи академика Афанасия Осипова, сегодня на улице минус 53 градуса. Но в рамках передачи «Испытывал на себе» я в такой мороз бегал с бегунами, с экстремальными в городе Якутске. Также проводил один день на крестьянском рынке. Было интервью у нас с зимними велосипедистами, которые тоже катаются в такой мороз. Сейчас даже уже не вспомнил. Ну, еще были сюжеты достаточно интересные, которые были на морозе, но такого я еще не делал. Сегодня я испытаю себя в роли художника. Мы находимся на зимнем пленэре, который был организован в городе Якутске вот в такой вот лютый мороз. Ну что, если вы готовы, друзья, давайте расскажу вам обо всем по порядку. В 2023 году, нынешний год, мы открываем наш ежегодный экстремальный пленэр в рамках празднования 95-летнего юбилея Афанасия Николаевича Осипова, академика, народного художника СССР. Если рассказать о пленэре, о начале проведения этих пленэров, так первый пленэр у нас прошел в 2018 году на территории Старого города. Прошло так масштабно. И он у нас проводится ежегодно с того момента, в 2018 году, в 2019 году. Ну, естественно, 2020-2021 год у нас был годом пандемии, поэтому мы его, к сожалению, не проводили. Пленэр – это когда художник выходит за пределы своей мастерской и делает работу на воздухе. То есть здесь художнику помогают климатические условия и естественное освещение. То есть диктует свою какую-то, вносит в картину свой штрих, свой мазок. И тем самым он очень интересен. Давайте готовиться. Вот такие вот масляные краски. В этом году мы будем проводить пленэр масляными красками. То есть до этого мы проводили мягким материалом. К мягкому материалу относятся такие как сангина, пастель, уголь и так далее. А в этом году мы будем проводить их масляными красками. Масляная краска будет на морозе застывать, то есть она будет такая тянучая. И тем самым мы, климат сам поможет нам изобразить себя, то есть изобразить наши крепкие морозы. Так, здесь у нас палитра, мольберты. Так вот открываем краску и примерно в таком количестве выжимаем. Ага. Так, почему масляные краски так сильно сразу не застывают? Да, потому что они на основе масла, на основе жира получается. Поэтому они сильно сразу не застывают, они становятся просто тянучими. Если они, например, вдруг замерзнут, да, со временем, как-то можно их восстановить, подышать? Да, нет. Но мы будем все равно заходить, если прямо сильно-сильно замерзнуть. И отогреваться здесь будем. Так, масляные краски разводятся разбавителем. Он такой, он не мерзнет. Ага. И нам будет помогать. Так, белая краска нам нужна обязательно. В общем, существует 3 основных цвета. Это красный, синий и желтый. С помощью этих 3 цветов можем создать любой цвет. Но мы все равно, я положу вам дополнительные цвета красивые, фиолетовые, розовые, голубые. И ими тоже пользуйтесь. Угу. Живопись должна быть цветной. Это игра цвета. Угу. То есть каждый раз наш мазок должен отличаться, быть в другом оттенке. Не беспокойтесь, если у вас не получится того же оттенка. Тот же оттенок, например, если хотим получить, это вообще случай 1 на миллион, поэтому вообще не переживайте. И если даже, например, у вас испортится работа, какой-то мазок не туда положили, мы можем его легко исправить. Тем самым очень хороша масляная краска, то есть прощает любые ошибки. Угу. Мы ее просто можем сразу убрать и сверху наложить, можем не убирая наложить сверху. В этом плане масляная краска очень хорошая. Вот дети у нас рисуют, например, акварелью, А акварель, как одна из самых сложных техник живописи, потому что он ложится и ложится, то есть его не исправить, и она может
потечь и так далее. То есть быстро может испортиться, непредсказуемое. Масло можно перекрыть. Да, масло можно перекрыть, ею можно вообще лепить. Так что это очень хороший материал. А сейчас в моде еще эти акриловые краски. Ага, акриловые краски будут замерзать. Замерзать, да? Замерзать, ага. Они на основе воды, ну, на водяной основе, поэтому разводят. И рисовать как легко. Ну, им рисовать легко, но она похожа на гуашь. Ну, да. Ага, поэтому ими как бы легко, но они сильно портят кисточку. То есть, если ты забыл, не помыв кисточку, да, и подержал некоторое время не в воде, она застынет, и все, у вас уже кисточка испортится. То есть она застывает и какая-то резиновая становится. И ни за что не отмоется, например. Ни от одежды, ни от кисточки. Ага. Ну, насчет пятен, вот если на одежду накапали, да, это, как сказать, от пигмента тоже зависит. То есть голубая ФЦ, паразитная краска, ну, паразитный цвет такой. Он, если капнет на одежду, то его вообще не убрать. Никак. Так, вот у нас разбавитель. Этим разбавителем мы будем разбавлять краски. То мы его с собой возьмем, потому что нам пригодится его очень много. Это как растворитель, да? Или что это? Это, ага, разбавитель. Разбавляет краску масляную. Ага. Состав у него какой? Состав у него пенен. Так, сейчас показываю, как чистить кисточку от другой краски. Например, мы рисуем красным и захотели синим, да? Ага. Вот для этого нужна нам такая вот тряпка. Вот у всех есть. То есть мы берем, например, макаем ее, кисточку в разбавитель и чистим вот так вот в тряпочку. То есть не вот здесь вот кисточку моем, да? Здесь ее просто макаем. Разбавитель должен оставаться максимально чистым до конца работы. Хорошо? Ага, разбавляем и вот так вот чистим. И она у нас становится уже чистая. В эту сторону. Стелла. Там и светофор, и указатели. Ну, смотрите. Ну, отсюда ничего интересного же. Даже? Ага. Че, обратно Тогда тогда? обратно? Ага. Друзья, очень важно выбрать правильную точку. Сейчас в Якутске минус 50 градусов и очень туманно. Поэтому решили пойти обратно. Там более красивый вид. Ага, вот отсюда. Здесь, да? Ага. Ну, мы рядом с вами будем. Ага, хорошо. Вот отсюда вот очень хорошо видно же. И указатель, и вот эти вот. Сюда, Ага, сюда. все, тут стоим. Вы вот так вот можете нарисовать. Вот стелла, вот эти вот, вон светофор, например, да? И чуть-чуть дом видно вообще где-то там за туманом. Форма такой. А, да, конечно, можете, ага. Вот так. Вот так, ага. А как нарисовать, чтобы они это как в тумане были? Ага, это пока положить сюда. Ага, с белыми красками надо будет поработать. Потом сверху, да? Да. Сначала рисунок сделайте вот этого. Друзья, ну что, пленэр начался, теперь уже на улице. Соответственно, после небольшого вводного слова, небольшого мастер-класса, сейчас приступим непосредственно к рисованию. Ну, на самом деле у меня есть художественное образование около 1 года, но мы остановились на карандашах. То есть, ну, и, по-моему, так, я уже не помню, чем рисовали, но масляными красками, по-моему, дело не дошло. По крайней мере, в моем процессе обучения. Вот, поэтому сегодня все будет... Я могу у вас иногда подглядывать, да? Да. Особенно... А сначала же карандашом, да? Желательно. Кисточкой. Сразу, да? Да, наносить. То есть тонкой кисточкой какой-то Чё раньше? нейтральный цвет жидкой развести, как акварелька. И уже обозначать, где там земля будет. Если домик, да, виднеется, то домик. Если Схематично. столбик, то столбик. Ага. Просто для себя, что примерно где-то будет. Хорошо. Намётки такие сделать. Так. Сначала нам нужно нарисовать карандашный рисунок. Ага, карандаш супер. Так, как мы хотим, что мы хотим рисовать сперва, нам надо узнать. Так, ну, я думаю... Надо сначала выбрать композицию, место.
примерная. Ну, может быть, вот так перекресток, знак, и вдали будет Стелла, да? Стелла. Ага. Или это сложновато? Нет, нормально. Нормально? Ага. Так, вот у нас, например, да, Дорога. дорога. Ага. Это всегда, когда начинаете, надо начинать с линии горизонта. Вот, например, землю нарисовали, и уже можете ставить там, что хотим, да, например, стелла, потом вот этот с дорожными знаками, да, пешеходная. Ага. Так, дальше у нас обозначение улиц идет вот тут. Указатель. Указатель, ага. Вот, ну вот тут изгородь, например, вот это у нас. Ну вот так вот. Ага, это вот здесь стоит. И там что? Ну, за туманом что? Так, за туманом часть дома, наверное, вот, которая Да. немножко выплывает из Ага. тумана, немножко видно сверху. Ага. Сначала хорошенько нарисуйте карандашом. Хорошо, Я буду приходить, ну, смотреть. хорошо. Так, Ах ты! Отлично. Да, Ага. спасибо. Пока. Хорошо. Ага. Сильно детально не делайте, чисто пока условно. вообще зимой, да, например, те же художники, особо на улицу не выйдешь, а вот это вот событие, оно еще в середине зимы происходит, да, то есть желание творить, желание рисовать, и, конечно же, сегодня мы видим, что достаточно таких, ну, хорошее количество участников, да, то есть это самые вот люди, которые любят искусство, а в целом вообще насколько сложно именно нарисовать в таких условиях картину. Я знаю, что это уже 4-й раз проводится пленэр с 2018 года. Ну, здесь нам помогают, конечно же, климатические условия. Ну, тем самым, как мы продвигаем изобразительное искусство, потому что профессия художника не очень легкая, как видите, да? То есть, чтобы нарисовать картину, художник должен полностью испытать вообще состояние вот этого вот мороза, например, да, состояние дождей, состояние какого-то раннего утра и так далее. То есть непосредственно художники ходили на пленэры, чтобы передать вот зрителю, нам, да, состояние, которое они через себя пропускают и как бы показывают нам на картинах. Друзья, вот обратите внимание, да, сейчас вот мой набросок на данный момент, и вот у нашего соседа очень красиво уже вырисовывается интересный сюжет. Все очень точно. Я думаю, что я нарисую, наверное, в таком именно туманном виде, потому что так, чуть-чуть. Я буду передавать, в общем, наш туман, потому что все такое размытое, неочевидное, поэтому это, может быть, даже снивелирует немного мои не настолько серьезные познания в изобразительном искусстве. Как-то чуть-чуть по перспективе у меня тут небольшие проблемы. Так. А пусть у нас стелла уходит вообще вверх. Так. Так. Карандашный рисунок все, да? Да. Ага. Так, у нас Так, уже некоторые закончили карандашный рисунок.
Сильно, да? Да, надо тогда в помещение зайти чуть-чуть, чтобы они отмерзли, потому что уже не проткнуть даже. Помещение. Так, друзья, у нас проблема, пока я рисовал карандашом, краски полностью уже серьезно замерзли. Надо чуть-чуть, чтобы они Ага, мерзли. понял. Так, сейчас посмотрим, может другие. Нет. Вот так вот сурово. На улице, по-моему, мы не более 20 минут, кажется, провели уже. Так. Слишком синий, неправдоподобный цвет. Так. Ну. Кажется, я зря так взял. У меня, короче, проблема. Краска замерзла. Ага. Давайте пока зайдем, да? Или как? Да, и нормально. Нормально? Там, ага, давайте вместе пойдем. Да. В общем, друзья, ну, если так смотреть по ощущениям сейчас, да, конечно, краска полностью стала, верхний слой, по крайней мере, даже не дает пробраться внутри. Скорее всего, там еще краска, нет, полностью как камушек стал. Мороз не шуточный. Я вот из-за этого у меня получается туман стал как цвета неба, синего цвета, как будто на улице лето. Но тем не менее посмотрим, может что-то и получится. Так, я, наверное, не буду куда-то делать моя, как сказать, салфетка, поэтому буду просто для разных. Выберу, в общем, два цвета. Такой более голубоватый и где-то сделаю сейчас, наверное, что-то такие коричневые оттенки, чтобы обозначить чисто происходящее вокруг. То есть основные объекты — это стела, дом у нас и дорога. Но это серьезно. Она, вот обратите внимание, она кисточка вот эта пожестче, она ее прям царапает краску. Царапает. Даже невозможно ее. Я думаю, что в целом был бы небольшой лайфхак, если бы сам вот этот, сама палитра, она была бы с подогревом. С подогревом. Это дало бы какие-то интересные моменты. То есть, ну, по крайней мере, краска бы так быстро не замерзала. Можно переключиться на абстракционизм, да, то есть сказать, я так вижу, но тем не менее. Вот с моей точки видно стеллу. Стелла, указатель улиц, светофор, дорога. И вот дом в тумане, если это видно на камере. Вот, это я попытаюсь передать, но пока что-то у меня с этим проблемы. Так. Я думаю, что многие художники, которые сейчас нас смотрят, ну, если среди вас есть художники, вы на меня не обращайте внимания, потому что моя техника, она очень своеобразная. Испытано на себе. Так, сейчас, друзья, подошла Наталья. Я думаю, под ее профессиональным чутким руководством можно что-то исправить. А в целом разбавитель, он помогает, да? То есть надо было, наверное, в начале, да, как-то
с разбавителем сделать палитру. А. Такая теплая была, да? Ага, тебя уранком. Вот небо у нас примерно такое. Да, вот это. То есть можно было добавить вот, это какой цвет? Это фиолетовый. Фиолетовый. Ага. Смешиваем с белым. Получаем такой, и с синим, вот, да? Ага. И получаем такой сероватый цвет. Во-во. Но масляные краски, они хороши тем, что можно немножко подкорректировать, да, то есть если какие-то есть ошибки, то Да. оно позволяет исправить. Да. Очень много разбавителя здесь. А как вот коричневый вот этот цвет сделать тоже такой, как в тумане? Смотрите, Его здание вообще не видно, да? перестало видно. Друзья, обратите внимание, покажите, вот у нас еще буквально пару минут назад было видно дом, его уже не видно. Так, Руслан, давайте нам надо отогреть краски, а то Отогреть они краски. совсем Хорошо. никакие. Так, сейчас зайдем и потом Ага. продолжим. Такие вот, друзья, нюансы. Фу. Так, краска отогреется. Положим аккуратно здесь. Вот. Друзья, очень, в принципе, организаторы правильно сделали, что проводят пленэр в такой мороз около здания, да, то есть около галереи. Есть возможность зайти, немножко погреться, отогреть краски. Если бы мы, например, были где-то за городом, то это было бы сделать очень проблематично. Так, друзья, давайте проверим. Краска, отмерзла, можно продолжить. Нам нужно получить цвет тумана. Он не такой яркий, это у нас летнее небо. Да, это у меня просто замерзли краски, а поэтому... Нам надо смешивать. Вот в чем и прелесть состоит в живописи, что надо смешивать цвета и получать нужный оттенок. Нужный нам оттенок. Вот она у нас. У нас все серое как будто, да? Теперь уже вообще ничего не видно стало, кстати. Так, вот эти вот яркие пешеходные оставим. Переходы. Мы их ярко будем делать. Так, вот это у нас стелла потемнее будет. Да. Делаем цвет потемнее. Берем фиолетовый. А вообще, например, чтобы черный цвет получить, надо какие смешать? Или вот... Так, ну, черный цвет как бы Редко есть используется. отдельный цвет, Ага. Но если мы можем сделать темно-темно-серый какой-нибудь. Ой, темный цвет, в общем. Ну, я думаю, что такого же оттенка будет здание, да? Да, вот это вот примерно такое же будет. Ага, сделай его, ну, как бы помягче. Он, туман же он такой обволакивающий, мягкий же, да? Ага. Видишь, С без таких, переходами. без таких вот конкретных Ага. линий. Мазками надо работать вот так вот, например. Хорошо. Так, ну давай попробуем. То потом скажут, что я ничего не нарисовал. Подожди-ка, что там у нас белое что-то было, да, вот это? Вот эта часть белая. Да. Максимально светлое. Очень трудно, видишь, да, рисовать? Но краска уже буквально сколько? Вот 2-3 минуты. 3 да? минуты, и уже она замерзает. Вот ребята уже, по-моему, по 2 раза заходили, да? Ага, и в таком же духе дальше. Здесь снег будет побелее вот тут. Ага. Старайся максимально быстро. Видишь, она скатывается, из-за этого будет у нас получаться эффект
Видишь, холодный снег. Ну, холодный такой. Ага. Так, здесь у нас дорога. Так, а тут снег, он посветлее. Надо еще добавить белой краски. Так, потом оформим нашу ой-ой-ой, уже замерзает. Пошли классненькие. Цвета какие хорошие. А? Вот растворитель, кстати, очень хорошо помогает. Он не мерзнет и разбавляет краску. Так. Так. Так, это у нас вот эту потемнее. Я хочу сделать заборчик изгородь. Ага. Более. Тогда какой цвет взять? Вот Более этот потемнее. фиолетовый, да? Смешивай цвета. Да, ага. Не тот цвет. Так, с чем смешать лучше? Или больше фиолетового, да? Как краски совсем замерзли. Вообще замерзли, ага. Все каменные. Сейчас я вынесу синий цвет. Ага. Так, у меня уже не получается. Так. Синий цвет. Тут тоже что-то интересное вышло. Можно добавить какой-нибудь такой синеватый оттенок. Фиолетового добавим. Так. Вот такое размытие. Тут немножко посветлее здание было. Друзья, ну что, как видите, это очень сложно. Вот, чтобы вы понимали, ну вот здесь я не могу рукавицу надеть, да? Вот мизинец уже практически не ощущается. Не знаю, что у меня там в районе носа, но мне кажется, тоже все достаточно не жарко. Так, ага. Чтобы потемнее бы цвет как-то добавить. О, удалось добыть немного коричневого цвета. Это даст нам возможность прорисовать коня где-то здесь. Нюргун Ботур. Как-то так. Фиолетовые краски не очень вписываются, оказывается, сюда. Так.
Да. Надо взять другую кисточку. Снова нужен коричневый цвет. Все, краска. И сама кисточка как палка стала. Так. А, синий. Так, это... Вот машина, чтобы двинуться, немного раскатывает ходовку. Он даже немного застрял. Так, нам нужен растворитель. Без растворителя никак. Так, пойду погреюсь тогда, да? Друзья, ну что, прямо получается, сейчас я был уже второй раз на улице, и вот это желание сделать картину, нарисовать, и совсем забыл про свое лицо. Мне кажется, я подморозил щеки. Это мне уже сказали, что нужно погреться. Испытано на себе. Так, друзья, ну что, погрелся чуть-чуть совсем, что краска будет замерзать. Сейчас давайте посмотрим на другие работы участников пленэра. Как ощущения? Холодно, Холодно? да, но очень классно. Мне нравится, очень интересно. Ну, это вообще незабываемые, мне кажется, эмоции. Да. А в целом потом, когда картину можно будет повесить где-нибудь дома, да, и вспоминать, особенно летом. Да, минус 50. Тут вообще ничего не видно. Что-то было видно, а сейчас вообще ничего не видно. Да, это можно сказать уже живопись по памяти, да? Да. Практически. А ты профессиональный художник или любитель? Я даже не любитель. Я даже не любитель, я вообще обычно не рисую. То есть ты как я. Я просто пришел. Я даже никогда на пленерах не был, натюрморты не рисовал. А почему решил именно сегодня поучаствовать? Ну, у меня просто девушка, архитектор, она рисует. То есть ты поддержал свою половинку? Ага. Молодец. Не, а так я рисую, но обычно я рисую черно-белыми, вот карандаши и все такое. Потому что я с детства, у меня с красками были беды. Постоянно не получалось. Вот с акварели уже не получилось, я говорю, все, меня хватит. Так, идем дальше. Здесь также еще один участник. Очень холодно, но так ничего, хорошо. Такая экстремальная ситуация. Ну, мне нравится. Мы часто ходим греться. Ну, в общем, ничего, все. Ну да, действительно, правильно организаторы сделали, что рядом с галереей, да, то есть можно конечно, да. погреться. Особенно краски. Я не думал, что так быстро они замерзают. Да, не говорите. Хорошо. Здорово. Здорово придумали. Молодцы, ребята. Друзья, есть еще
одна участница пленэра, я вот не знаю, даже не видел, чтобы она ходила греться, да, то есть ее зовут Екатерина. Мы вместе ездили один раз по проекту Кындыкан. Вот, давайте посмотрим, как у нее происходит процесс. Катя, привет. Как твои эмоции, ощущения? Нормальный. Слава богу, ветра нет почти. Да, кстати, да, ветра мало. Ты выбрала вот этот план. Ты ходила греться, нет? Греться. Один раз ходила. Один раз ходила. Краски как? Краска нормально, пальцы мерзнут. Класс. Ну что, друзья, зимний пленэр завершается. Его часть, которая на улице, соответственно, практически все уже закончили. Вот. Свою картину я тоже, думаю, можно считать завершенной. Туман так и не рассеялся, то есть, когда мы начинали, было еще более-менее благоприятно, но сейчас уже видно только вот здание речного училища. Это еще не все. Я так понял, что будет еще вручение сертификатов. Это очень приятное событие. Вот. Ну, а в свою очередь, хотелось бы поделиться с вами своими ощущениями. Ну, во-первых, конечно, холодно. То есть, если, например, на одной руке можно еще вот так вот надеть варежку, то та рука, которая работает с кистью, она должна быть, конечно, такая более подвижная, в перчатке. Вот. Во-вторых, нужно еще следить за тем, чтобы масляные краски не попали особо на одежду. Некоторым ребятам выдали фартуки. Вот. Ну и в свою очередь еще раз хотелось бы поблагодарить картинную галерею академика Афанасия Осипова за такое по-настоящему незабываемое впечатление. Нарисовать картину масляными красками в такой мороз, вот, это многого стоит. Ну и, конечно, думаю, что так как это ежегодное событие, зимний пленэр, то на следующий год призываю вас, да, то есть принять участие, если вы любите рисовать, то такое событие вы точно никогда не забудете. Ну что, друзья, зимний пленэр подошел к концу. Это был проект «Испытан на себе». На моей картине вы можете увидеть гораздо больше деталей, чем сейчас на самом деле видно на улице в этот туман. Но это был зимний пленэр в минус 53 в городе Якутске. Проект «Испытан на себе». С вами был Руслан Ачиров. До новых встреч в эфире и всем добра.